Едем в Абхазию с ребенком. Загранпаспорт или свидетельство о рождении. Здравствуйте, с вами Кирилл Базилевский. В этот раз я расскажу о правилах пересечения российско-абхазской границы гражданами России с детьми до 14 лет в 2026 году. Наверное, все, кто посещал ранее Абхазию с детьми, в курсе, что россиянам для того, чтобы попасть в Абхазию, заграничный паспорт не обязателен. Достаточно общегражданского, а детей пропускали по свидетельству о рождении. Однако с 20 января 2026 года порядок в отношении выезда детей изменился. Дело в том, что летом 2025 года Государственной Думой Российской Федерации был принят федеральный закон номер 257 ФЗ. Он называется длинно «О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона Российской Федерации о государственной границе Российской Федерации и Федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Закон подписал президент России Владимир Путин, и он вступил в силу с 20 января 2026 года. В соответствии с этим законом детям до 14 лет запрещено выезжать через любую границу России по свидетельству о рождении. Теперь нужно предъявлять загранпаспорт на ребенка. Связаны изменения с тем, что свидетельство о рождении, хотя и считается удостоверением личности для детей до 14 лет, но не позволяет идентифицировать человека, потому как в этом документе нет фотографий. Его использование на границе было исключением из общего правила. Теперь это исключение устранено. Что в этом законе самое главное? Дети до 14 лет выезжают по загранпаспорту. Если ребенок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется. Если ребенок путешествует без законного представителя, необходимо оформить у нотариуса согласие на выезд ребенка за границу. Если у ребенка свой паспорт и разные фамилии, сопровождающим его родителям, желательно иметь дополнительные документы, подтверждающие родство. С 20 января 2026 года билеты на международные поезда детям до 14 лет можно купить только по загранпаспорту. Изменения, которые были определены в этом законе, коснулись и граждан Абхазии, чьи дети имеют российское гражданство. Поэтому для возвращения в Абхазию из России детям, ранее пересекавшим границу по реке Псоу по свидетельствам о рождении, по новому закону требуются российские заграничные паспорта. Дети, имеющие абхазское и российское двойное гражданство, с 20 января 2026 года не могут выехать из России в Абхазию по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом. Пересечение границы по абхазским свидетельствам о рождении возможно только теми детьми с родителями, которые не имеют российского гражданства. После вступления в силу новых правил министр туризма Абхазии Астамур Логуа в начале 2026 года затруднился сказать, как скажутся нововведения на предстоящий курортный сезон, но надеялся, что новые правила не слишком негативно повлияют на туристический трафик. В общем-то, стоит оформить загранник ребенку, может быть, и не очень дорого. Но это все равно деньги, учитывая, что с каждым годом накопить деньги на отпуск множеству семей становится все сложнее. А у некоторых и не один ребенок, и не два, бывает, что 3, 4 и 5. А так стоимость услуги складывается из госпошлины и сопутствующих расходов. Таким образом, обычно загранпаспорт ребенка обойдется где-то в 1500 рублей, а биометрический в 3500 рублей. Безусловно, все ведущие российские туроператоры заметили после вступления в силу новых правил выезда детей за границу снижение спроса на туры в Абхазию, которые составили от 5 до 50% в зависимости от тех или иных статистики тех или иных туроператоров от прошлогодних показателей. Это достаточно много, так как в июле и в августе доля семейных отдыхающих с детьми в Абхазии весьма значительная. Конечно, на падение спроса влияют и другие факторы экономического характера, однако сложности с выездом детей на это тоже подействовали. Слава богу, ситуация с новыми правилами выезда детей из России в Абхазию кардинально изменилась во время проведения в республике Международного экономического форума. Это было в первых числах апреля.
Приехавший на это мероприятие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он с конца 2024 года является куратором Абхазии, заявил, что президент Путин принял решение временно отменить для граждан России обязательное наличие загранпаспорта ребенка при пересечении российско-абхазской границы. Потенциал очень большой. То есть мы видим интерес туристов, тем более уникальное решение президент России позавчера принял о том, что для Абхазии сделать исключение, и вот та норма требований, что она рано или поздно вступит в силу, но мы понимаем, что к этому сезону не все семьи с детьми успеют оформить паспорта. Это могло сотни тысяч семей не позволить им с детьми поехать на летний отдых. Понимая это, понимая братские отношения России и Абхазии, Владимир Владимирович принял уникальное решение о том, что на 26-27 год для Абхазии сделать исключение и дать возможность по-прежнему заезжать с детьми по свидетельству о рождении. Послабление это временное, до конца 2027 года. Но на нынешний курортный сезон в Абхазии это должно повлиять положительно. То есть решением президента России детям до 14 лет снова разрешили въезд в Абхазию, выезд из России, по свидетельству о рождении, но с обязательным подтверждением российского гражданства в виде красного штампа в этом самом свидетельстве. Российские туроператоры и абхазские ательеры ждут официальных документов с точными сроками вступления новых правил в силу. Нюанс в том, что даже официальные СМИ называли основанием для выполнения этого решения президента его же указ от 1 апреля номер 681. Хотя 1 апреля 2026 года никаких указов президент не подписывал, а указ под таким номером появился еще в 2025 году, но совершенно, разумеется, по иному поводу. Мы с коллегами допускаем, что основанием для разрешения выезда детей до 14 лет по свидетельству о рождении с наличием красного штампа может быть соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Республики Абхазия от 2009 года, в приложении которого фигурируют среди разрешенных документов и свидетельство о рождении. Но так мы рискуем уйти в такие юридические дебри, которые вряд ли интересны подавляющему большинству зрителей. Так что оставим все эти правовые чудеса и диковины до лучших времен, когда что-то как-то разъяснится. Главное, чтобы все работало. Оно работает, об этом чуть позже. Такая вот интрига. Ждем официальных документов. Безусловно, туристическая отрасль восприняла решение президента России с позитивом, так как в прошлые годы в сезон доля семейных туристов с детьми этого возраста на абхазских курортах была весьма значительной. Примерно 30-40%. После возвращения прежних правил можно рассчитывать, что россияне с детьми до 14 лет начнут активно бронировать Абхазию уже в мае-июне. Что происходит сейчас? По состоянию на середину апреля 2026 года российские пограничники уже пропускают детей до 14 лет или по загранпаспорту, или же с обязательным наличием штампа красного цвета, подтверждающего наличие российского гражданства в свидетельстве о рождении ребенка. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать в этом видео. Напоминаю, что уже много лет я являюсь координатором партнерства «Абхазские проекты». Мы с коллегами оказываем услуги по широкому спектру вопросов российским гражданам и организациям. Консультируем по вопросам предпринимательской деятельности, помогаем зарегистрировать бизнес, ООО и филиалы российских юридических лиц, занимаемся аутсорсингом бухгалтерии, работаем на местном рынке недвижимости, предоставляем весь комплекс услуг в этой сфере, поставляем в Россию и Абхазию автомобили из Японии, Грузии и других стран. Так что, если что-то нужно, обращайтесь, все сделаем. Все нужные ссылки про наше партнерство и наши услуги есть в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть следующие видео. Поставьте лайк, если понравился мой рассказ. Выскажите в комментариях свое мнение, нужно ли вообще было внедрять эти изменения в правила выезда детей за границу или нет. Все это благотворно скажется на продвижении моего канала. Удачи вам, хорошего настроения и отличного отпуска в Абхазии. До новых встреч!